Эмине, купила тест на беременность. Дэфна, милая, ты сейчас очень взволнована, и я не хочу, чтобы ты расстраивалась. Эмине, у меня все симптомы. Убедимся просто. Я сейчас вернусь. Мы с тобой первыми узнаем. И отпразднуем. Операцию твоей сестре проведут наши самые лучшие врачи. Не беспокойся, все будет хорошо, детка. Спасибо. Будем молиться, Каймет ханым. Конечно, дочка. Кстати, я сегодня поеду на свидание с твоей мамой. Если Аллах позволит, мы с ней все уладим. Дай Аллах. Поехали. Удачи, девочка. Учти, я жду от тебя только хороших вестей. Доброе утро. Привет. Ты чего? Мы идем на следующей неделе на день рождения. Нергис, я никуда не пойду. Да, ну какой же ты упрямец. Там будет очень весело, ты со всеми познакомишься. Ну же, давай. Я не хочу идти. Мне там не понравится. Да, вечно одно и то же. Что случилось? В чем провинился Селим? Айсель, знаешь, у одного из моих друзей скоро день рождения. Я позвала Селима, а он не хочет со мной идти. Сынок, я бы сходила. Повеселитесь, отдохните. Мама, я туда идти не хочу, не приставай ко мне. Ладно, как хочешь. Селим, почему ты отказываешь Нергис? Вы разве с ней не друзья? Не обижай ее. Перестань, мама. Ты разве не понимаешь, это для богатых? Нет ни денег на подарок, ни приличной одежды. Ладно, я пошел. Увидимся вечером. Ты меня одеялом накрыла. Я пыталась вас разбудить, Кахраман Бей, но вы не реагировали. И чтобы вы не мерзли. Что ты делала так поздно на улице? Мне не спалось, и я вышла подышать свежим воздухом. А потом вы приехали. Я вчера встречался со своим старым приятелем. Мы с ним немного перебрали с выпивкой. Элиф, я должен кое-что сказать. Керем... Кахраман Бей, поверьте, моей вины тут нет. Я сразу отказала Керембею. Я знаю. Я не хочу, чтобы Керем расстраивался. Будь с ним поосторожнее. Хорошо, только не беспокойтесь. Я Керема очень люблю и ценю. А если бы дела обстояли иначе, ты бы ему отказала? Так отказала бы? Не знаю. Я сегодня всю ночь не мог глаз сомкнуть, отец. Давай решим проблему с Кадиром иначе. И к оружию прибегать не будем. Я разберусь, не лезь. Давай отвезем его в гараж. И хорошенько там проучим, а потом сбросим куда-нибудь. После этого он не осмелится появиться перед нами. Якуб, делай то, что я тебе приказал. Собери несколько наших людей и вези мерзавца прямо на склад. Остальное я улажу сам. Хорошо, отец.
Клянусь. На этот раз я покончу с этим негодяем. Детка, если будешь так поздно просыпаться, придется тебе постоянно завтракать в полном одиночестве. Бабушка, Да. у меня к тебе вопрос. У тебя есть фотография моего отца? С чего это ты вдруг вспомнил о своем отце? Да просто интересно. Подумал, что у тебя наверняка они где-то припрятаны. А, дорогой, все осталось в старом доме, а он сгорел. Вы о чем? Наш мальчик просит фотографии своего отца, но они сгорели. Мне стало любопытно, что вы так смотрите. Что такого? И мне любопытно, столько лет прошло. Почему ты сейчас вдруг ни с того ни с сего заинтересовался этим вопросом? Да ладно, забудьте. Кахраман уже уехал? Уехал. Сегодня у сестры Элиф операция, так что они вместе поехали в больницу. Тогда и я поеду. Нельзя оставлять Элиф одну. На работе дел полно. Куда ты собрался? К тому же Кахрамана нет. Отныне ты всегда должен быть со мной. Мы вместе будем вести дела. Я жду. Едем. Доброе утро. Доброе. Надо же. Какой нарядный. Как с иголочки. О чем это ты? Интересно, куда такой красавчик собрался? Что за пошлые намеки? Лучше посмотри, не остались ли на костюме складки. Ну-ка, повернись. Нет, братец. Сидит на тебе идеально. Да? Значит, удастся умаслить Кахрамана и должность получить. Да получишь ты работу. А к ней высокую зарплату. Ох. Меня не деньги заботят, идиот. У меня цель одна – это Элиф. Хорошо, брат. Тогда мне их отдашь, а то у нас трат полно, а работы нет. Дай пройти. А я тест сделала. Что показал? Я беременна! Я беременна, наконец-то! Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не кричать от счастья на весь мир. Дэфне, ты уверена? Уверена, вот. Смотри, здесь четко 2 полоски, видишь? Ты что именно? Совсем не рада? Я беременна, почему ты не веришь? Я просто в легком шоке, вот и не знаю, что ответить. А к врачу ты записалась? Нет пока, бегу записываться. Это Ашуре? Угу, Ашуре. Совсем скоро будет готово. Попробуем сразу, как остынет. Тогда принесешь ко мне в комнату. Я же не буду его здесь с вами пробовать. А это? Гранат. В Ашуре хорошо добавить. И корицы побольше. Дэфне Ханы, мне нравится корица. Забудь о Дэфне Гюльсюм. Делай, что я приказываю. Добавь побольше корицы и кофе хозяйке свари. Мой Аллах, всего-то одно колечко, а сколько гонора, кошмар. Ты что-то сказала? Нет, Шукран, ничего, я просто подумала. С чего вдруг Якуб Бей без повода подарил тебе кольцо? Захотел и подарил. Тебе что за дело? Ой, согласно, дело-то не мое. Но говорят же в народе, если мужчина дарит подарки без повода, насторожиться не помешает. Дорогая моя, не верь всему, что читаешь в журналах, понятно? Ай, Шукран, даже гадалка сказала, что у него на уме другая. Так что все же будь повнимательней. А я не собираюсь верить какой-то мошеннице. Я знаю своего мужа. Якуб на других смотреть не станет. Я буду возле камина. Кофе туда принеси. Кофе туда принеси. Она ведет себя, словно она в этом доме первая дама. Работай. Тоже мне. Не бойся, моя дорогая, ты заснешь и ничего не почувствуешь. Не успеешь и подумать, как все уже закончится, а я тебя тут подожду. Все будет хорошо, да, сестра? Можешь даже не сомневаться. Кыймет Ханым нашла для тебя лучших специалистов. Ты в надежных руках. А еще у меня для тебя сюрприз. А, и какой же? Надеюсь, тебе понравится.
Это мне? Тебе. Нравится? Очень красиво, спасибо. Давай примерим. Вот ты выздоровеешь, выйдешь из больницы, и я тебе все куплю. Мы пойдем гулять по Стамбулу. Он настолько красив, что ты не поверишь своим глазам. Очень красиво. Да, он тебе идет, моя милая. Назлы, дорогая, ничего не бойся. Мне с трудом удалось записаться. Я хочу поскорее все рассказать Кахраману. Дорогая, не торопись, пусть доктор посмотрит. Хорошо, пусть посмотрит. Уже скоро поеду. Надеюсь, ты не уходишь сейчас? Шахин едет? Нет, еще есть время. Когда он приедет? Уже приехал. Эмине, ты очень волнуешься. Ты краснеешь, это сразу видно. Здравствуй. Привет. Дэфне ждет тебя в комнате. Волнуешься? Да нет. Совсем? Знаешь, было немного. Но тебя увидел и разволновался. Проходи. Я во время этой операции ничего чувствовать не буду, верно? Нет, конечно. Ты будешь под наркозом. А если наркоз не подействует? Назлы, так не бывает. Не бойся, он подействует. Скоро ты будешь здорова, родная. Сможешь снова бегать, будешь нормально дышать. И даже продолжишь свое обучение в школе. Назлы, детка, готова? Да, готова. Надень вот это, скоро поедем на операцию. А вас я прошу покинуть палату. Я буду ждать тебя снаружи, ладно? Деточка, моя дорогая, не бойся. Как она? Она очень боится. И я тоже. Извините, это палата Назлы Даган? Верно. Цветы для Элиф Даган. Элиф, это я. Прошу. До свидания. От кого? От Максута. Сейчас я ухожу, но мы с тобой еще встретимся. Аллах, я никогда не избавлюсь от этого человека. Главное, не бойся. Он ничего не сделает. Я рядом. Хорошо? Хорошо. Здравствуйте, Каймет Ханым. Здравствуйте. Прошу, садитесь. Спасибо вам, Кемальбей. Так когда я все-таки смогу увидеть султан Кемальбей? Терпение, Каймет Ханым, скоро нас вызовут. А на какой стадии находится наше дело? Я как раз собирался звонить вам. У меня хорошие новости. Если все пойдет без изменений, то после первого судебного заседания султан Ханым могут освободить. Кемальбей, пусть ее пока здесь подержат. Не торопитесь с освобождением. Я не понял. Лучше ей пока остаться с точки зрения безопасности. Каймет Ханым, если ее жизни что-то угрожает, мы можем потребовать охрану. У нас есть на это право. Это несложно. Нет, не надо.
Султан надо еще немного подержать. Начните активную работу, когда я вам об этом скажу. Тогда пусть выходит себе на здоровье. И, как я уже не раз вам говорила, Кемальбей, никто не должен знать ни единой подробности этого дела. Я нарочно еще раз обращаю на это ваше внимание. Понятно, Каймет Ханым. Да, как прикажете. Эмине много о вас рассказывала. Прекрасно. Она представила вас как друга. Ну, Шахинбей, расскажите немного о себе. Чем вы до сих пор занимались? Я, вообще-то, работал личным водителем. Также имею опыт работы в частной охране. Вы что, отдыхать сели? Нет. Вот пробуем ашура. Попробовали и хватит, вам еще ужин готовить. А ты что, уходишь, Шукран, сестра? Не сестра, а ханым. А во-вторых, ты права, я ухожу, захотелось проведать Якупа. На работе? А тебе-то что? Надо же, ты обычно туда не ездишь, Шукран. Наверняка едет Якуб Бей проверять, ох уж эти зерна сомнений. При чем тут проверки, милая? Ну, захотелось и еду. А может, я соскучилась по мужу. Что за манера во всем подвох искать? Ну, тогда договорились. Можете сразу приступить. Спасибо большое. Не благодарите меня, это Эмине за вас попросила. С вашего позволения, мне пора ехать по делам. Эмине расскажет вам все детали. В мое отсутствие она хозяйка. Благодарю вас. Поздравляю. До свидания. Спасибо. До свидания. Дафне, спасибо большое. Я никогда не забуду того, что ты сделала. Не за что, дорогая. Вроде воспитанный и хороший. Мне он тоже понравился. Вот увидишь, ты не пожалеешь, что приняла его на работу. Я тоже на это надеюсь. Свидетелем на твоей свадьбе буду я. Дафне, ну не смущай меня. Все, я пошла. Хорошо, позвони потом, я буду переживать. Обязательно. Ты узнала меня? Я помню вас с Хатай, Каймет Ханым. Я приехала сюда, чтобы поговорить о твоей Элиф. Ничего не бойся, ладно, Назлы? Все пройдет хорошо. Я буду здесь, рядом, буду ждать тебя. Хорошо, сестра. Милая. Запомни, все будет хорошо. Удачи. Не плачь. Вот увидишь, операция ей поможет. Иншаллах. Помоги, Аллах. Халиль рассказал нам о том, что у вас случилось тогда, о постигшем вас несчастье. И я не смогла оставить Элиф и Назлы на улице. Я забрала их к нам, приютила. Но недавно я узнала, что ты и Элиф ужасно поссорились. Это так. Есть у нас один парень, Максут. Он-то мне все и рассказал. Про Элиф и ее похождения. И ты ему сразу поверила? Ответь мне. Он показал мне фотографию. На ней Элиф и Кахраман Бей садятся на яхту.
Вместе с ними на той яхте была Дефне Ханым, жена Кахраман-бея. Слушай, Султан, мы с тобой обе матери. Тебе тяжело здесь, я понимаю. Ты беспокоишься за своих дочерей. Но разве ты не знаешь нашу семью? Мы же порядочные и отзывчивые люди. Да, это так. Скажу, что мы искренне печемся о благе твоих дочерей. Никто им вреда не причиняет. Ну, а я приехала сюда, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию. Может, увидев меня, ты поверишь. Подумаешь, и не будешь сомневаться. Человек в тюрьме сходит с ума, Кеймет Ханым. Я знаю, что моя Элиф не способна на такие гадости. Но меня часто посещают всякие мысли. Я совершила ошибку. Мне так жаль. Я ведь мать, и хорошо тебя понимаю. Ты ради своих детей даже не побоялась сесть в тюрьму? Только бы все было хорошо. Большего мне не нужно. Все ради них. Любая мать пойдет на все ради своих детей, будет страдать, перенесет любые испытания, напасти и горе, лишь бы дети были здоровы и счастливы. У меня в этом мире нет никого, кроме дочерей. Элиф моя старшая. У нее были очень тяжелое детство и юность. Она никогда не была счастливой, но она ни разу не жаловалась на жизнь. Все переносила достойно. У Элиф была одна мечта – выучиться и стать адвокатом. Она говорила, что когда станет адвокатом, начнет хорошо зарабатывать. Но вот судьба распорядилась иначе. У нас твои дети будут счастливы, иншаллах. Ты вырастила самых прекрасных, одаренных, чистых девочек. Они обе воспитанные, умные и скромные. Ты должна бы ими гордиться. Спасибо. Не беспокойся о детях. Они в надежных руках. Через несколько дней я приеду к тебе вместе с Элиф, и вы поговорите. Аллах вас не оставит, Кеймет Ханым. Вы не бросили моих девочек. Вы дали им кров и помогли с работой. А я несправедливо обвинила вас, простите. Султан, довольно, не надо лить слезы. Элиф не нужны такие переживания. Она страдает. Не пойму, как я могла ее так огорчить. Пожалуйста, скажите ей, чтобы она больше не плакала. Хорошо. Идем, Султан. Пора. Да благословит вас Всевышний. Якуб у себя? У вас назначена встреча? Кажется, ты здесь новенькая. Я законная жена Якупа, Шукран Юрюкхан. Прошу прощения, здравствуйте. Повесь. И принеси нам 2 кофе. Хорошо, я понял. Да, конечно. До встречи. Шокран? Каким ветром тебя занесло? Да так, ходила за покупками, решила заглянуть. Рад тебя видеть.
Якуб, у тебя новая секретарша, верно? Да, месяц уже. А Мелихат Ханым ушла? Она же старая была, ничего не понимала. Ты прав, с молодыми легче. Это точно. Скажешь Леп, и ей ясно, что я о Леброне Джеймсе. Это еще кто? Баскетболист, очень известный, звезда. Ах, Якуб. Мне говоришь, что достиг вершины, а сам ведешь себя как подросток. Давно уже пора стать серьезнее, весомее. Вот я, например, поставила помощниц на место. Они теперь называют меня не сестрой, а только Шукран Ханым. Я запретила им это понебратство. Войдите. Прошу, Шукран Ханым. Якуб Бей, Спасибо, Дерья, милая. на здоровье. Дарья, милая? Почему ты к ней так обращаешься, Якуб? Все просто Шукран. Это ее имя. Она не Дарья, милая, а просто Дарья. Шукран, ты что, меня ревнуешь? Меня ты не называл Шукран, милая. Шукран, милая. Конечно же, называл. Шукран, милая. Чтобы я этого не слышала, Якуб. Не кофе, а вода. Почему операция идет так долго? Для операции на сердце это нормально. Лишь бы ничего плохого не случилось. Успокойся, пожалуйста. Все хорошо, не волнуйся. Подышим свежим воздухом. Нет, я не могу уйти, Кахраманбей. А вы идите. Я и так вам столько лишних хлопот уже доставила. Я не уйду. Я побуду до окончания операции. Спасибо. Теперь тебе не придется уезжать отсюда в поселок. Работа нашлась. Благодаря тебе. Я ничего не сделала, ты сам справился. Ты очень понравился нашей Дефне Ханым. Она сказала, что ты хороший. Спасибо. И мне она понравилась. Она, похоже, добрая. Да, Дефне чудесная. Ты ее обязательно полюбишь. Это для тебя утром испекла. Придешь домой и съешь. Зачем? Не стоило. Спасибо. А сейчас, знаешь, я могу остаться и помочь, если нужно. Нет, сегодня отдохни, завтра приступишь. Начальница отпускает меня домой? Ну что за глупости, брось. Мы с тобой просто коллеги. Набирайся сил, подготовься. Да, ты права. Пойду куплю себе что-нибудь для работы и прогуляюсь. Иди. И до завтра. Знаешь, в чем для меня прелесть вот такой работы? Мы сможем чаще видеться. Знаешь, Шахин, я тоже хочу тебя поближе узнать. Но не будем спешить. Хорошо. Как скажешь. Аллах, не оставь нас. Держи. Да, спасибо большое. Не за что. Слушаю, Дефне. Кахраман, как там дела? Все в порядке? В порядке. Ждем, когда операция закончится. Как и Лив? Хорошо. Немного волнуется. Переживает за сестру. Ладно, передавай привет. Хорошо, конечно. До встречи. Дефне звонила. Тебе привет и слова поддержки. Иншалла. Иншалла. Здравствуй, Шикран, сестра. Не сестра, Ханым. Ну что, смогли ужин приготовить? Конечно, смогли. Не беспокойся.
А у тебя как? У меня прекрасно. Я съездила на фирму. Секретарша Якупа, как увидела меня, вскочила как ошпаренная. От волнения не знала, что делать. Добро пожаловать, Шукран Ханым. Все пыталась угодить. То кофе с водой принесет, то сок, то фрукты, то лукум подаст. Ну, красивая у него секретарша. Красавицей не назовешь точно. Я бы такую в толпе ни за что бы не заметила. Красота дело 10-е, главное, чтобы работала. Она и обязанности свои нормально не выполняет. Якуб так отчитал ее, чуть не уволил. Мне даже неловко стало. И его можно понять. На его плечи сейчас легли буквально все дела, а он весь на нервах, еле живой. На душе спокойно стало? Я не поняла. Ты поехала. На все там взглянула? Поскольку все в порядке, ты успокоилась? Хоть немного. Милая моя, у Якупа в жизни есть только одна женщина, это я. А Шуре наверх принесешь. И корицы побольше. Нет, совсем с ума сошла. Оно ненормальное. Поздравляю, Якуб. Это дело принесет успех нам обоим. Я тоже так думаю. Сейчас мяч на вашей стороне. Не подведите меня. И первая поставка на вас. Слушай, не беспокойся. Вопросы логистики компании Юрик-хан в надежных руках. Был рад познакомиться. Хорошего дня. Все в порядке? Что с тобой? Мне совсем не понравились эти люди. К тому же дядя Кахраман не хотел с ними сотрудничать. Оставь ты дядю Кахрамана. Отныне решаю я. Увидишь, мы поправим наши дела. Пойдем лучше выпьем кофе. Просто отлично. Пока будем под крышей компании Юрик-хан, никто не заподозрит. Перевезем через границу все, что угодно. Наверняка что-то случилось. Почему операция еще идет? А все в порядке? Как прошла операция у моей Назлы? Для нее срочно нужна кровь. У вас ведь 4-я отрицательная группа, да? У меня другая. Если есть родственники с 4-й группой, пусть срочно едут сюда. Скажите, что происходит? Что там с моей сестрой? Сейчас нам нужна кровь. Мы уже ищем. Обратились в банк крови, и вы ищите. Кахраман Бей, моя Назлы умирает. тише. Помогите. Не кричи, Кахраман Бей, моя успокойся, сестра успокойся. умирает. Помогите. Мы найдем кровь, не переживай, мы найдем. Не оставь нас. Чего ты ждешь? Я не понимаю. Поцелуй девушку и дело с концом. Разве можно с наскока? Именно так. Наш беглец звонит. Слушаю, Кахраман. Кровь нужна? Для кого? Хорошо, я все передам. В чем дело? Сестре Элиф во время операции потребовалась кровь. 4-я отрицательная группа. Это моя группа. Алло? Эмине? Да, ага. Я только приехала в больницу. Волнуюсь ужасно, Эмине. Недавно разговаривала с Кахраманом, еле сдержалась, чтобы не закричать, я беременна. Не стоит сразу говорить ему. Сначала проконсультируйся с врачом. Хорошо, не беспокойся. Но я чувствую, что я наконец беременна. Все, я пришла, перезвоню. Ладно, дорогая, я жду. Здравствуйте. Здравствуйте, Дефне Ханым. Доктор вызовет вас, когда у нее закончится прием. Благодарю. Проходите. Ну, конечно. Он толкался, я встала и сразу пошла. Шла сюда, не дыша. Конечно.
На каком вы сроке? На 7-м месяце. Мой лах, совсем скоро. Вы тоже беременны? У меня срок маленький. Чудесное ощущение, верно? Разумеется. Прошу, Дефне ханым. Роды не за горами. Да, в любой момент. Удачи вам. Спасибо. До свидания. Здравствуйте, Дефне ханым. Здравствуйте. Я давно вас не видела. Решила сделать перерыв и снова попробовать. Да, я понимаю. Как вы себя чувствуете? В последнее время я чувствую изменения. Меня постоянно тошнит, аппетит проснулся. Случилась задержка. Я сделала тест на беременность. Появились 2 полоски. Мне кажется, я беременна. Давайте посмотрим. Надо поговорить. Снова ты, Якуб? Ты так и не понял? Делайте, что хотите, я все равно молчать не стану. Не тяни, садись в машину. Вы только время потеряете. Аллах, помоги. Пусть с ней все будет хорошо. Знаешь, я все детство провел в больницах, потому что был ужасным непоседой. После 3-го удара по голове отец, разумеется, привез меня в больницу. Я тогда с дерева упал. Мне наложили очень много швов. А после отпустили домой. Помню, доктор строго сказал, чтобы я ни в коем случае не повредил швы. Но я не послушался. Втайне от мамы бегал с друзьями играть в мяч на дальний пустырь. И вдруг, бум, меня ударили мечом. Я был весь в крови и истошно орал. И тогда мой папа снова повез меня в больницу, и снова мне наложили швы. После этого случая отец пригрозил мне: знай, если еще хоть раз ты разобьешь голову, то в больницу тебя никто не повезет. И вы уже больше так не делали? Конечно, делал. И в 4-й раз. И знаешь, все прошло. Не осталось и следа. Все будет в порядке. Через несколько лет этот день превратится в твое воспоминание. Она выздоровеет. Обязательно. Как же мне хочется верить вашим словам. Режиссер Садуллах Шентюрк. Продюсер Онур Гювенатам. Папа, мы уже в пути. Скоро будем. Значит, Зиябей тоже приедет? Что вы сделаете со мной в этот раз? Если бы ты послушал нас, Кадир, дело до этого бы не дошло. И что, теперь убьете? Я предупреждал, что Стамбул — это очень опасное место. Я ведь беременна, Фелис ханым. Одевайтесь. Поговорим. Доктор, скажите, как там Назлы? Операция прошла успешно. Слава Аллаху! Спасибо вам! Вам повезло с донором крови. Назлы осталась в живых только благодаря ему. Пусть поправляется.
Благодарю. Хвала Всевышнему, спасибо. Ну что, как дела у Назлы? Керембей, благодарю от всей души. Если бы не вы, то Назлы бы не спасли. Спасибо огромное. Не стоит благодарности. Я сделал то, что должен был. Кахраман-бей, вам тоже спасибо большое. Правда. Да не за что. Но как же так, Фелис Ханым? Вы уверены? К сожалению, это так. Вы не беременны. А как же все признаки? Тошнота? Задержка месячных? В моей практике встречались похожие случаи. Ваш организм думает, что вы беременны, но на самом деле это не так. Это называется синдром ложной беременности. Дефне Ханым, к сожалению, вы не можете быть матерью. О чем вы? Возможно, раньше у вас еще был какой-то небольшой шанс, но сейчас его нет. Говорю откровенно. Ваши шансы забеременеть практически равны нулю. И ничего нельзя сделать? К сожалению, нет. А суррогатное материнство? Так ведь можно стать матерью? Дефне Ханым, данный метод запрещен в нашей стране, но будь это даже не так, ваши яйцеклетки все равно не пересадить. Должно быть, вы ошибаетесь, Фелис Ханым. Я консультировалась по этому поводу с другим врачом. Меня уверили, что проблем нет. И что у меня может быть ребенок, если его выносит другая женщина. Поймите, Дефне Ханым, я говорю с вами, основываясь на своей медицинской практике. Я наблюдаю вас уже не первый год. Не хочу разбивать ваши мечты, но мой долг сказать правду. Ваши яйцеклетки не могут быть оплодотворены никаким образом. Но как же суррогатное материнство? В вашем случае ни ЭКО, ни суррогатное материнство невозможны. Дорогая моя, красавица-сестренка, ты скоро поправишься. Отдыхай. Если б можно было зайти к ней... Элиф, ты слышала врача? Сейчас к ней нельзя. Потерпи. Что случилось? Что говорят врачи? Кыймет Ханым, Назлы поправится, ее спасли. Спасибо вам за все. Конечно, она поправится. Пробудет несколько дней в реанимации. Бедная. Добрый день. Здравствуйте. Вам незачем здесь оставаться. За ней хорошо присмотрят. Конечно же, мы уже уходим. Спасибо. Пойдем, дорогая. Ты слышала медсестру? Отдохни. Кыймет Ханым, я не брошу Назлы одну. Можно я побуду здесь еще? Ладно, вы идите, а мы позже присоединимся. Мне еще нужно с Элиф кое-что обсудить. Если хотите, я тоже останусь. Нет, дорогой, не стоит. Нам нужно поговорить с глазу на глаз. Давай, Керем, пойдем. Пойдем. Увидимся. Дафне, пожалуйста, не надо. Ты совсем измучилась. Мне сказали, что я не могу иметь детей. Но ведь это не так. Элиф носит твоего ребенка. Я непригодная для суррогатного материнства. О чем ты говоришь? Я не знаю. Не знаю. Я очень расстроена. Да, мама. Я был в больнице с Элиф. Сейчас приеду. Да, хорошо. Расскажу, когда приеду. Я сейчас за рулем. Хорошо, пока, мама. Дорогая, вот увидишь, твоя сестра будет такой же здоровой, как и прежде. Иншаллах. Я разговаривала с твоей матерью. Мне удалось убедить ее в том, что она ошиблась, и она это признала.
Что именно она сказала? Почему обвинила меня в продажности? Почему подумала не весть что? Дорогая, во всем виноват Максут. Он встретился с твоей матерью и расстроил ее. Максут, он? Вот негодяй. Он же причинил нам столько всяческих бед. Мало того, что вчера, ничуть не стесняясь, прислал мне букет цветов с запиской. Написал, что уезжает, но уверен, что мы с ним очень скоро увидимся. Он ничего тебе не сделает. Ты под нашей защитой. Тебя никто не тронет. Хорошо бы. А как мама? У твоей мамы все в порядке, не волнуйся. Она сказала, чтобы вы не переживали. Она очень скучает. Мамочка. Совсем скоро вы с сестрой сможете вместе ее навестить. Хорошо. Ладно, пора ехать домой. Ты же так вымоталась. Пойдем. Якуб! Что это ты делаешь? Папа, он говорит, что не перестанет видеться с Керемом. Твердит одно и то же. Отвяжите его. Оставьте нас. Якуб, ты тоже. Папа, Сказал, уйди. Что, больно? Все никак не отступишься. Я не откажусь от своей семьи, Зиябей. Не заставите. В таком случае, для тебя я больше не Зиябей. Сегодня я для тебя ангел смерти. То есть, Азраил. Вы готовы даже пойти на убийство? Что ты, разве? Это не убийство, а зачистка. Когда я впервые тебя увидел, ты мне понравился. Ты был похож на достойного человека. Но потом я понял, что ты вовсе не такой. Ты умело притворялся, Кадир. Ведь так? Все совершают ошибки, Зиябей. А вот только у каждой ошибки есть своя цена. В свое время ты был наказан за это, но не одумался. Если одуматься, это не видеть жену и сына, то я, Зиябей, не одумаюсь никогда. Но тогда ты... мерзавец, действительно труп. что это было? Ты убил его? Садись в машину, мы уезжаем. Вот что мы сделаем.
На Кипре есть очень известный врач-гинеколог. Я взяла его номер. Отправим ему твое медицинское заключение, и он скажет, что с тобой. Так, Дэфне, обещай не расстраиваться вне зависимости от результата, ладно? Возможно, врач, у которой ты сегодня была, ошиблась. Мало ли. Не знаю именно. Надеюсь, все так. Поговорим с другим врачом и посмотрим, что он скажет. Я еще позвоню врачу, который занимался Элиф. Ладно, если тебе станет легче, звони. Хотите что-то определенное? Нет, я просто смотрю. Спасибо. Ищете что-то в подарок? Нет, своему ребенку. Сколько ему лет? Он еще не родился. У нас прекрасный отдел с вещами для новорожденных. Пойдемте покажу. Добрый вечер, я Дэфне Юрюкхан. Простите за поздний звонок, но это срочно. Я слушаю вас. Вы же меня помните? Мы приезжали к вам на ЭКО с суррогатной матерью. Да, я помню вас. Что такое, Дэфне Ханым? Доктор, я сегодня была на обследовании. И врач сказала, что мои яйцеклетки непригодны для ЭКО. Послушайте, Дэфне Ханым, я передал все документы по вашей операции к Имет Ханым. Какие? Расскажите подробнее. Вам лучше обратиться к Имет Ханым. А при чем здесь Каймет Ханым? Процедуру проходила я. И я требую, чтобы вы все объяснили. Дэфне Ханым, пожалуйста, обратитесь к Имет Ханым. А мне уже пора идти. Что это все значит? Ведь вы нас оперировали. Дэфне Ханым, мне действительно пора идти. До свидания. Алло? Алло? Дэфне, что случилось? Он не ответил мне. Ничего не рассказал. Велел спросить у Каймет Ханым. Почему у нее? Я не знаю. Что вы говорите? Вам позвонила Дэфне? И что вы ей сказали? Значит, ее врач сказала, что ее яйцеклетки непригодны? Хорошо. Я все поняла. Элиф, гуляешь? Ой, вы здесь? Давай, садись. Погода отличная. Да, вы правы. Ну что, как там твоя сестра? Я только что говорила с врачом. Все хорошо. Я очень рад, правда. Кахраман Бей, спасибо вам большое за хлопоты. Я, должно быть, вас утомила. Да о чем-то, не за что. Я кое-что купил для малыша. Игрушку? Не знаю, как это называется. Штучка, которую вешают над кроваткой. Это музыкальная игрушка. Они бывают красивыми. Открой. Нет, я не буду. Давай вместе откроем и соберем ее. Вы получили медицинское заключение? Хорошо, тогда дайте знать, когда ознакомитесь. Он сейчас все изучит. Что же это такое?
Успокойся, пожалуйста, дождись новостей. Слушаю, доктор. Хорошо, говорите. Я поняла. Спасибо вам. Ну, не томи, Эмине. Этот врач утверждает то же самое. Он сказал, что ты не можешь быть матерью. А суррогатное материнство? Твои яйцеклетки не могли быть пригодными для пересадки, Дафне. Но ведь Элиф вынашивает ребенка, Эмине. Моего ребенка. Нашего с Кахраманом малыша. Но, по словам врача, это невозможно. Тогда чей это ребенок? От кого они взяли яйцеклетку? Если я не мать этого ребенка, то кто тогда? Кто мать ребенка, которого вынашивает Элиф, Эмине? Если не я, то кто? У кого они взяли яйцеклетку? Я же не успокоюсь. Дорогая, не расстраивайся. Как я могу? Я с ума сойду. Я лечу на Кипр. Я найду этого негодяя-врача и вытрясу из него всю правду. Полечу завтра первым же рейсом с утра. Дафне! Доброе утро, Дафне Ханым. Что это с Дафне Ханым? Ничего. Послушай, Назлы, скоро все закончится. Завтра тебя выпишут. Ура! Операция позади, теперь ты будешь здорова. Все налаживается, слава Аллаху. Я даже проходить мимо больницы больше не смогу. Хочу быть рядом с тобой и гулять по Стамбулу. Конечно же, все так и будет. Как выпишут, осуществим задуманное, обещаю. Ты приедешь сегодня? Конечно. Приеду, если смогу отпроситься у Каймет Ханым. Я тебе и подарок привезу, мое солнышко. Что за подарок? Не знаю. Возможно, красивое платье, что скажешь? Хочу, чтобы моя сестра модно одевалась. Сынок, доброе утро. Доброе утро, мама. А где Дафне? Я не видела ее. Дафне заночевала у отца. Сегодня вернется. Все ведь в порядке, да, сынок? Да, мама. А когда ты последний раз с ней разговаривал? Вчера. А что? Да ничего, сынок, просто волнуюсь. Незачем переживать. Она просто соскучилась по отцу. Они сделали все это специально. Они все подстроили и обманули меня. Каймет Ханым,
Доброе утро. Доброе утро. Вы же знаете, что завтра Назлы выписывают из больницы. Да, знаю. Вот я и подумала, что хорошо было бы съездить купить ей что-нибудь в подарок. Можно? Честно говоря, дорогая, я очень боюсь тебя отпускать после всего, что мы пережили. Скажи об этом Халилю, он тебя отвезет. Спасибо большое. Кахраманбе, еще... Я не видела маму с того злополучного дня. И очень по ней соскучилась. Мы сможем съездить к ней? Я поговорю с адвокатом. Уладим этот вопрос. Спасибо большое. Кыймет ханым, а что будет, когда Назлы приедет? Ну, то есть и ребенок. Ты же знаешь, мы его ото всех скрываем, поэтому и Назлы ничего не узнает. А как же быть, когда живот начнет расти? Придет время, тогда и подумаем. Ой, мама! В чем дело, дорогая? Мама, немедленно объясните мне, что происходит. О чем ты говоришь? Кто мать ребенка, которого носит Элиф? Не понимаю, о чем ты говоришь, Дефне. Я спрашиваю, чей это ребенок? Отвечайте. Приди в себя, Дефне. Ты не имеешь права кричать. Я задала простой вопрос. Кто мать этого ребенка? Что тут за шум? Вас на первом этаже слышно. Она немного не в себе. Со мной все в порядке. Мне всего лишь интересно узнать ответ на мой вопрос. Что еще за вопрос? В чем дело? Оказывается, я не мать нашего ребенка. И что это значит? Мать ребенка другая женщина. Хватит нести чепуху. С чего ты это вообще взяла, я не понимаю. Это ваш ребенок. Ты его мать и отец Кахраман? Подождите секунду. С чего ты взяла? Я была у своего врача. Мои яйцеклетки не подходят для пересадки. Как же тогда мог появиться ребенок? Твоя мать все подстроила. Мама? Да как же так, сынок? Мы ведь были там вместе. Что я еще должна сказать? Это ваш малыш. Ты ее слышала. И я должна ей верить? Хочешь сказать, что мама лжет? А как насчет моего гинеколога? Ей-то зачем мне лгать? Она сказала, что я не могу быть матерью Кахраман, даже через суррогатное материнство. Твоя мать что-то скрывает. Мне все ясно. Что ж, хорошо. Столько лет мы живем вместе, и вот итог. Сделай побольше красивых кадров. Гюльсюм, будь естественной, что это за позы? Это я, какая есть. Да уж, конечно. А как еще фотографироваться? Можно еще на плите. Можно еще чепчик надеть. Наймите себе кухарку, Гюльсюм. Ладно, дай сюда и посмотри. Ну посмотри, фото темный и нос вышел огромный. А ты несу его куда попало. Ой, перестань. Посмотрим, как выйдет с этого ракурса. Посмотри в камеру, давай. Снимаю. Получилось. Дай-ка посмотреть. Надо же, а ты фотогеничнее меня. Как дела? Все хорошо, как у тебя?
И у меня хорошо. Можно я съем что-нибудь? Очень хочу есть. Дефне, ты сама слышала. Это должно быть недоразумение. Я всего лишь цитирую врача. Процедура была пару месяцев назад. Значит, тогда условия были благоприятными. Зачем ты вообще пошла к врачу? Не эта тема должна тебя волновать. Я лишь хочу узнать ответ на вопрос. Кто стал донором клеток? Дефне, хватит уже. Не знаю, чего ты добиваешься и что ты хочешь услышать, но это наш с тобой ребенок. Разве может быть иначе? Ты тоже от меня что-то скрываешь? Вы это продумали вместе, да? Дефне, хватит. За что вы так со мной? Зачем вам это? Дефне, никто ничего не сделал. Эту процедуру сделали для тебя. Вы вдвоем меня обманывали. Вы оба сговорились, вы оба... Дефне! Не обижайся на нее, сынок. У нее нервы расшатаны, она не знает, о чем говорит. Дефне! Послушайте, доктор, об этой тайне знаем лишь мы с вами. Я надеюсь на ваше понимание. Не рассказывайте никому. Вы поставили меня в очень неловкое положение. Если об этом кто-нибудь узнает, моей карьере придет конец. Никто ничего не узнает, доктор. Все будут думать, что мать ребенка Дефне. Вам понятно? Понятно. Доктор, если вдруг позвонит Дефне, прошу, не берите трубку, а я постараюсь уладить ситуацию здесь. Ты что делаешь? Хочешь снова разбиться? Вы солгали мне, Кахраман. Вы от меня что-то скрываете. Никто от тебя ничего не скрывает. Пойми, наконец, это наш ребенок. Не наш! Дефне, послушай меня, Дефне, послушай. Мы же с тобой вдвоем были на Кипре. Там же сделали ЭКО. Ребенок наш. Кахраман, я же объяснила тебе, так сказала мне врач. Почему ты мне не веришь? Потому что это бред. Кто бы захотел так поступить с тобой? Ты не понимаешь, Кахраман. Не понимаешь. Пусти меня! Куда ты? Я хочу побыть одна.
Дафне! Что ты скрываешь, папа? Что случилось? Ты убил Кадира? Если хотите выстрелить, Зиябей, вперед. Но у меня есть одна просьба. Какая? У меня в кармане телефон. Там есть запись. Прослушайте ее. Что за запись? Я ничего не скажу. Послушайте сами. И еще о главе нашего семейства. Дедушка. Бывает злится, и его лучше не трогать. Он страшен в гневе. Иногда так бывает, тучи сгущаются, и море бушует. Такой характер. Взрывоопасный. Но, слава Аллаху, на меня он никогда не кричит. Он души во мне не чает, всегда желает мне лучшего. Я вырос без отца, но рядом всегда был он. Он мой защитник. Он очень хороший человек, даже мухи не обидит. Без греха за душой. Мой дед самый честный человек, какой только есть на свете. И еще он всегда меня баловал. Я никогда ни в чем не нуждался. Знаете, если бы дед был в силах, он бы воскресил моего отца. Если с дедом что-то случится, я не оправлюсь от горя. Предпочел бы умереть раньше, чтобы не застать его смерть. Я не смогу жить без него. Мы решили эту проблему. Забудь о нем. Как это решили? Так он мертв? Я совсем разобрался. Больше ничего у меня не спрашивай. Мы больше не станем обсуждать этот вопрос. Я сегодня устал. Я тоже. Может, стоит отдохнуть, а потом встретиться и поужинать? Что скажешь? Честное слово, я был бы не против, но у меня не получится. Сегодня ночью я улетаю в Лондон. По работе? Надолго поедешь? Кажется, надолго. Звонили из университета, нужно дописать диссертацию. Ясно, но ты не горишь желанием. На самом деле смена обстановки мне не помешает, но меня что-то держит. Что именно? Вот здесь? Точно. Мое сердце бьется только здесь. И что оно говорит? Оно не из-за поездки так бьется, а из-за безответной любви. Это трудно, не так ли? Бывает и хуже. Например, вчера мы разговаривали с мамой. Она все еще любит моего отца, несмотря на то, что он погиб много лет назад. Старая любовь не забывается. Это правда. Ты тоже смотри, не попадай в такие ситуации. Постараюсь. Конечно, ничего страшного в этом нет, но иногда дело доходит до драк. Мама звонит. Да, мама? Сынок, ты же сказал, что ты уезжаешь в Лондон, а домой заехать не хочешь. Мог бы остаться сегодня у нас. Хорошо, только не волнуйся, я заеду пораньше.
Слабо верится, но все же приезжай. Хорошо, мама. Когда приеду, поговорим. О, ты же мне ничего не рассказал. Может, у тебя тоже есть чем поделиться? Горести обходили меня стороной всю жизнь. Аллах миловал. Я куплю воды и вернусь. Тебе взять? Нет, спасибо, Керим. Алло, Керим? Алло? Керим, сынок? Алло? Извините, вы ищете что-то определенное? Мне нужно платье для сестры. Я вам помогу. Пойдемте со мной. Взгляни на эти сапоги. Как тебе? Красивые. Чем это здесь занимаются мои дочки? Подбираем одежды на зиму, мама. Я не могу решить. По-моему, вот это. Хорошо, тогда я послушаюсь маму. Куда это ты собралась? У меня вечером занятие. Я еще не поступила в универ, а сестра его уже заканчивает. Ох, как же мне надоел лицей. Так, секундочку. А у тебя разве нет уроков? Дай-ка сюда каталог, я посмотрю. Но, мама! Сначала уроки, а потом шопинг, леди. Ой, какое платье красивое. Дай посмотреть. Такое роскошное, посмотрите. Оно будет тебя полнить, мама. Полнить? Меня? По-моему, я очень стройная. Хватит смеяться, а то накажу. Ладно. Я что, поправилась? Ну, килограмма 3-5 лишних все же есть. Да нет же. Все 7. О, хватит, Жанан, сказала бы сразу 50. Мамочка, мы тебя будем любить даже весом в тонну. Какую тонну? Я сейчас расплачусь. В таком возрасте быть стройнее невозможно. Зайки мои. Вам больше всего понравилось платье? Верно. Моей сестре оно очень бы подошло. И цвет красивый. 160 лир. А цена на этикетке окончательная или есть скидки? К сожалению, нет. Цена окончательная. Понятно. Тогда я еще подумаю. Ладно. Что такое? Все очень дорого. Давай я тебе добавлю. Нет, дядя Халиль, не надо. Пойдем отсюда. В этом городе нечего делать без денег. Все не так, как раньше. Есть деньги, продержишься. Нет, прощай. Мне очень срочно нужно найти работу, Халиль.
Нам хватит денег на пару дней, а что потом делать? Назлы выписывают из больницы, мама в тюрьме. И мы не можем вернуться в Хатай из-за этого ужасного Максута. Ох, а если останемся в Стамбуле без денег? Это огромный город, я должна думать о будущем. Мне больше ничего не остается, как работать. Это верно, но разрешит ли Кахраманбей? Пойдем. И что это было? Я тоже совсем ничего не поняла. Ничего не поняла, сынок. Тогда зачем же врач Дефне сказала ей все это? А вот и я этого не знаю, сынок. Но ведь в тот день все получилось как надо. Процедура прошла успешно. И Дефне мать ребенка. Все ведь так, мама? Ты от нас ничего не скрываешь? Да что я могу скрывать от вас? Чего мне скрывать? Я так устала, я так устала. Вы захотели. Я нашла Элиф. Я договорилась с больницей. А вы вместо благодарности... Мама! 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 Шукран! Шукран! Что-то произошло. Мама! Как ты? Где вы? Мама? Мама, что случилось? Она упала в обморок. Вам лучше? Просто давление упало, дочка. Что случилось? Давление просто так не падает. Принеси тонометр. Все в порядке, не переживайте. Пожалуйста, не волнуйтесь за меня, милые. Хорошо, мама, лежите. Вот так. Одеколон. Алло, Эмине. Эмине, мне очень плохо. Мы поссорились с Кахраманом. Где ты сейчас? Хорошо. Я знаю это место, встретимся там. Хорошо, жду тебя. Номер скрыт. Слушай. Алло? Алло? Кто это? Шахин, мне нужно срочно уехать. Все хорошо? Я встречусь с Дафне. Давай я тебя подвезу. Нет, ты оставайся здесь. Присмотришь за Месутбеем. Хорошо, ничего же не случилось? Я очень тороплюсь. Потом поговорим.
Мама, давай мы вызовем врача. Нет, сынок, не надо. Все хорошо, это просто давление. Ты нас напугала, Каймет Ханым. Мы с тобой постарели, Зиябей, это все возраст. Вам уже лучше, мамочка? Да, лучше. Вы можете идти по своим делам, все в порядке. Поправляйся, милая бабушка. Бабуля, выздоравливай. Спасибо большое, мои дорогие. Попрошу, чтобы вам сделали чай с мелиссой, я принесу. В том медицинском заключении не было написано о твоих проблемах с давлением. В заключении? Мама привезла из больницы какую-то бумажку и спрятала от всех. Мне не дала прочитать. И Дефне не позволила. Я боюсь, что она от нас что-то скрывает. Нет, Зиябей, о чем ты говоришь? Что мне скрывать от вас? Все в порядке, честное слово. Дефне, Эмине. Давай сядем, и ты мне все расскажешь. А папа? Шахин присмотрит за Месудбием. Ты расскажешь мне, что произошло. Этого достаточно. Хорошо, что я принес карты, да? Хоть время скоротаем. Только вот жаль, что ты не сможешь поддержать диалог. Ну ладно, мы привыкнем. Если честно, я тут не задержусь. У тебя есть дочка, Дефне. Я ее украду. Ну? Что такое? Я что, тебе не нравлюсь? Послушай, прошу тебя, давай все, о чем мы здесь говорим, останется между нами. Это наш секрет. Ладно? Держи свой рот на замке. Умоляю тебя. Знаешь, твоя дочь тоже красивая, но она не Элиф. Ты знаком с Элиф? Вряд ли. Конечно же, ты не знаешь Элиф. Вот ты лучше отвлекись от этой карточной игры, я расскажу про Элиф. Я ее очень люблю. Я ей предан больше, чем своей родине. У нас все было прекрасно до того момента, как твой зять Кахраман вмешался в наши отношения и разрушил все мои мечты. Спасибо, Халиль. Кахраман-бей. Кахраман-бей, мне нужно с вами поговорить. Хорошо, давай потом поговорим. Это важно. Я хочу найти работу. Давай ты сначала успокоишься. Ни мама, ни Кахраман не верят моим словам. Видишь, даже ты меня переубеждаешь. Я совсем не пытаюсь тебя переубедить. Но ты ничего не добьешься, если будешь просто кричать на всех подряд. Вы из-за этого с Кахраманом и поссорились. Ты лишь вредишь своему браку, Дефне. Я не смогу жить, Эмине. Я должна быть уверена. Ну о чем ты? Я поеду на Кипр и все выясню. Зачем тебе работать? Я должна думать о будущем своей семьи. Если деньги завтра закончатся, что я буду делать? Решим, когда завтра наступит, Элиф. У меня важные дела. Кахраман-бей,
Я хотела купить сестре подарок на свои деньги и не смогла. Я что, поеду к ней с пустыми руками? Мне очень плохо от этого. Элиф, ясно. Я сделаю все необходимое, ладно? Кахраманбей, я не хочу ваших денег. Элиф, потом. Прошу тебя, потом. Нам 2 кофе с сахаром, пожалуйста. Кто звонил? Кахраман. Лучше бы ты ответила ему, он же переживает. Я не хочу с ним разговаривать. Послушай, Дефне, сохраняй спокойствие до поездки на Кипр, а там ты все выяснишь. Завтра первым самолетом улечу на Кипр и встречусь с тем врачом. И если этот ребенок действительно не мой, и если они так долго обманывали меня, Что ты сделаешь? тогда проигравшей буду не только я именно. Тогда все они поплатятся за содеянное. Элиф, дочка, Каймет Ханым в своей комнате. Принеси, пожалуйста, ей с кухни что-нибудь перекусить. Хорошо, Зиябей. Вы делаете еду очень жирной. Из любого вашего блюда всегда вытекает много масла. Это я уж молчу о сладостях. Отныне запрещаю изделия из теста. Ведь Каймет Ханым их любит. А Зиябей ест все с маслом. Я должна позаботиться о здоровье семьи. Вот у мамы упало давление, а все из-за сахара. Разве так можно? Приготовьте хоть раз здоровую пищу. Сделайте брокколи, цветную капусту. Но готовьте их на пару, иначе никаких витаминов не будет. Шукран, ты случайно не на диету села? Вовсе нет. Зачем мне нужна диета? На самом деле тебе бы не помешало сбросить 3 килограмма. Да нет же, хотя бы 7. Айсель, Гюльсюм, не сижу я на диете, понятно вам? Тогда попробуй кусочек. Приготовили, как ты любишь. Еще теплое. Сейчас мне не хочется. Здравствуйте. Что такое? Зиябей сказал, что Каймет Ханым хотела бы перекусить. Сейчас сделаю. Как дела? Хорошо. Элиф, ты сидишь на диете? Нет. Мало ли, а то ты такая худая. Разве так можно, дорогая? Поешь. Вот, взгляни на меня. Это идеальный вес. Послушай, как я уже говорила, ребенок действительно может быть твоим. Подумай тогда о том, в каком свете все предстает перед Кахраманом. Ты ни с того ни с сего устроила ему настоящую истерику. Ты права. Сегодня ты ничего не делай. Ни с кем не общайся. Никому ничего не говори. Но прощения попроси. Кахраман звонит. Ответь ему. Поговори с ним. Слушаю. Алло, Дефне, как ты? Мне намного лучше. Где ты сейчас? Я не в городе. Дышу свежим воздухом. Кахраман, прости меня. Мне сейчас очень тяжело. В этот раз я зашла слишком далеко, знаю. Ты сможешь меня простить? Конечно же, ничего. Мы все сейчас переживаем сложный период. И я тебя обидел. Давай забудем об этом, ладно? Где ты сейчас? Я приеду. Не стоит. Я отсюда поеду домой. Еще поговорю с твоей мамой и извинюсь. Не хочу тебя отвлекать. Увидимся вечером. Хорошо. Сходим вечером куда-нибудь. Хорошо. Давай. До встречи. Алло, Да, мама. сынок. У меня на душе неспокойно. Я очень переживаю, все наладилось.
Да, мама. Я поговорил с Дефне, все хорошо. Она скоро приедет. Ясно, да. Как только Дефне вернется, мы поговорим. Пока, сынок. Ох. Великий Аллах, даруй нам счастье и спаси нас от всех бед. Прошу тебя. Значит, мы договорились. Ты ведешь себя до завтрашнего дня, как ни в чем не бывало. Завтра утром ты полетишь и узнаешь всю правду у доктора. Я все выясню, именно. Все узнаю. А Кахраману скажи, что тебе нужно утром поехать по работе в Анкару. Ладно. Шахен тебе не звонил? Нет, не звонил. Надеюсь, все в порядке. Конечно, он справляется. Пойдем. Проходи. Ох, разве ты должна заниматься этим, дорогая? Тебе не следует утруждать себя. Я сама вызвалась. Садись. Ты как будто грустишь. Нет, все хорошо, правда. Когда ты едешь в больницу? Скоро уже поеду. Назлы ждет, вся извелась от нетерпения. Посмотри только, спасибо Аллаху, она быстро поправилась. Слава Аллаху. Все благодаря вам. Мне бы еще только увидеться с мамой. Увидишься, дорогая. Кымет ханым, я знаю, что мою маму могут освободить из тюрьмы досрочно. Адвокат тогда говорил о такой возможности. Ой, дорогая, боюсь, что так сделать не получится. Насколько я знаю, это невозможно. Вы думаете, ее не скоро выпустят? Мы делаем все возможное в этой ситуации. Надеюсь, что в ближайшее время... Дефне разговаривала с тобой сегодня? Нет, я не виделась с Дефне ханым. Что-то случилось? Нет, я просто так спросила. Зачем тебе эта Англия и этот Лондон? Брось ты это все. Тогда меня исключат из университета. Да пусть исключают. Многое потеряют. Что там хорошего? От меня ты большему научишься. Нет, я столько усилий вложил. Допишу диссертацию. Хорошо, делай как знаешь. Что дальше у тебя в планах, Элиф? С ней мне не на что надеяться. Как это не на что? Ты же умирал от любви к ней. Она равнодушна ко мне. Мои чувства безответны. Что я могу сделать? Что ты за человек такой? Ты ведь стал донором крови для ее сестры. Вы только начали сближаться. И тут ты срываешься в Лондон. Я ей не кровь, а сердце отдал. Опьянен любовью, да. И? Просто отпустишь эту девушку? Если бы только была возможность поговорить с ней. Твой дядя Якоб кое-что придумал. Вечером отмечаем. Куда пойдем? Нет. Правильный вопрос. С кем мы пойдем? Элиф. С Элиф. Элиф тоже придет? Yes, it is. Impossible. Possible. Вы звонили врачу Дефне ханым? Да, звонила Кахраман Бей. Мне сказали, она занята. Ладно, хорошо. Отменяй планы на вечер. Мы все вместе идем гулять. Вот это новости. Что я пропустил? Мы провожаем Килиама в Лондон. Как я рада тебя видеть, сестра. Все в порядке. Вот только швы немного болят.
Все это пройдет, ты поправишься. Что это? Открой. Кахраман Бей прислал. Дядя Халиль принес сегодня. Очень красивая, правда? Очень красивая, да. Я хочу надеть его в день выписки из больницы. Жду не дождусь этого. Честно говоря, я тебе хотела купить похожее платье, но не такое красивое. Ничего, сестра, это же очень красивое. Еще и цвет мой любимый. Думаю, ты все делаешь правильно, Керем. Диплом всегда пригодится. Спасибо большое, дядя. Только вот ты не выглядишь грустным. Наверняка радуешься, ведь больше я не буду путаться у тебя под ногами. О чем ты говоришь? Я буду скучать. Я очень привык к тому, что ты рядом со мной. Больше всех буду скучать я, мой лев. Мы с тобой идеальная пара. Как партнеры в танго, как арбуз с сыром. Нам уже пора идти. Мы сегодня пораньше закончим, пора собираться. Как скажешь. Вечером отмечаем, не забудь. И передай Дефне, мы пока пойдем готовиться. К вечернему шоу Якупа. Мы же с тобой будем жить в одной комнате, да, сестра? Конечно, мы будем жить вместе. Кровать тебя уже ждет. А что они за люди? Ну, которые там живут. Мне очень интересно на них посмотреть. Они хорошие. А Кахраман Бей? Кахраман Бей, он другой. Что значит другой? Со стороны он кажется очень суровым и таким неприступным, но на самом деле он очень добрый, понимающий, готовый помочь. Я ничего не поняла, сестра. Ладно, я тоже ничего не понимаю, но он хороший. А его жена? Она тоже хорошая? Конечно, назлы. Мне так хочется с ними познакомиться. Мне уже пора идти, сестренка. Еще нужно встретиться с мамой. С мамой? Да. Как хорошо. Я тоже по ней соскучилась. Если бы я смогла ее увидеть. Скоро увидишь, Назлы. Ты поправишься. И маму, надеюсь, скоро выпустят. Мы снова будем вместе. Передай маме привет. И поцелуй от меня. Хорошо, дорогая. Я еще зайду. Алло, Эмине? Привет. А ты знаешь, что Дефне ходила вчера к врачу? Да, знаю. Она вернулась сама не своя. Говорила, что она не мать ребенка. Обвинила во всем меня и маму. Кахраман Бей. Вчера Дефне обратилась к врачу с подозрением на беременность. Беременность? Да. Она думала, что беременна, но оказалось, что нет. Это часто происходит с женщинами, которые очень хотят ребенка. Называется ложная беременность. Все признаки, как при обычной беременности, но на самом деле это все психосоматика. Я понял. Кахраман Бей, поэтому она вчера и была так расстроена. Но потом мы с ней встретились, и сейчас все в порядке. Вы не волнуйтесь. Ладно, хорошо, спасибо большое.
Слушаю, Эмине. Дефне, милая, мне звонил Кахраман Бей. Да? Что сказал? Он очень переживает за тебя. Он казался немного подозрительным, но я поговорила с ним. Не расстраивайся, дорогая. Поезжай домой. Ладно, Эмине, пока. Все хорошо, Эмине? Что-то случилось? Как ты? Все в порядке, все хорошо. Я тебе очень благодарна. Ты позаботился о мисс Утбее, пока меня не было. С покупками помогаешь. Да перестань, ты не за что, но... Ты уверена, что все хорошо? Если что-то не так, ты скажи, может быть, я смогу помочь? Нет, правда, все в порядке. Дефне Ханем приедет сегодня? Нет, а что? Я просто собирался помыть машину. Мало ли она приедет, спросит, где. Нет, у нее дела сегодня вечером, а потом она сразу поедет домой. Ясно. Я не понимаю, зачем тебе надо срочно ехать в Лондон. Мамочка, я же ненадолго. Ты не успеешь и глазом моргнуть. Это тебе так кажется, мистер? Когда ты уезжаешь, для меня часы ожидания кажутся вечностью. Обещаю, что буду звонить каждый день. Если хотите, можем мы по видеосвязи общаться. Я знаю, что бабушка, например, это очень любит. Да, вот уж шутник. Но ты обязательно часто звони нам, внучок. Я очень консервативна, не понимаю ничего в этой видеосвязи. И мне каждый раз грустно видеть тебя на экране, а не дома. Аллах, мамочка. Да что с ним случится? Мы всегда можем навестить его. Было бы неплохо. Может, и правда поедем, Якуб? Мне так интересно посмотреть на их бутики. Обязательно. Конечно, зачем вам Керем, когда есть бутики? Давай прогуляемся, мне нужно поговорить с тобой. Ага, хозяин дома не оставляет мне выбора. Что такое, дедушка? Пойдем, пойдем. Ага. Алло? Алло? Кто это? Говорите, я вас слушаю. Я буду на вас жаловаться. Кто это, дочка? Откуда я знаю? Звонит мне и молчит в трубку. Аллах, Аллах. Это точно маньяк. Какой ужас. Номер определился? Номер скрыт. Значит, ты тоже меня не забыла. Немного осталось, Мирьям. Мы встретимся. Осталось чуть-чуть. Время течет сквозь пальцы, как вода, Керем. Кажется, еще вчера ты бегал по этому саду. А вот помнишь, как однажды ты уговорил меня поиграть здесь с тобой в прятки? Ты словно под землю провалился тогда. Мы все принялись тебя повсюду искать. Так вот, мы сыграли в прятки всей семьей. Нам было так весело тогда. Я вырос и понял, почему ты всем рассказал, где я прятался. Я хотел сделать все для того, чтобы ты был счастлив, Керем. Спасибо, дедушка. Рассказать, конечно, было нечестно, но ладно. Может и так. Но ты же был счастлив. Я сделаю для тебя все. Даже если это будет неправильно. Я сделаю это ради тебя. Знаю, дедушка. Ты занимаешь в моем сердце особое место. Для меня ты самое ценное, что есть на этом свете. Дедушка, ты снова расчувствовался? Или ты сегодня посмотрел старый турецкий фильм? В последнее время я постоянно задумываюсь о прошлом. Сколько времени прошло. Когда человек стареет, у него пропадают надежды на будущее, а взгляд обращен в прошлое. Не говори так, дедушка. Ты еще полон сил. Знаешь, Керем, я для тебя был не только дедушкой. Я был и отцом. Правда, я пока не знаю, вышло ли. Ты не мог сделать больше. Ты всегда был рядом. Слава Аллаху, что мы ни в чем не нуждались. Вы очень многое мне дали. Мы
хорошая семья. Верно, Керем? Ну, что за вопрос? Конечно, хороший. И мы счастливы, так ведь? Мы очень счастливы. Иди. Я обниму тебя. Мой хороший мальчик. Как ты вырос. Мама. Мамочка, любимая. Доченька, дорогая, как я могла все это наговорить? Обвинить тебя в таких вещах? Прости меня, моя красавица. Мамочка. Я совсем не обижаюсь. Доченька моя, иншалла, однажды ты тоже станешь матерью, и тогда ты сможешь меня понять. Люди злятся на тех, кто для них дороже всех на свете. Душа тоскует по тем, кого мы любим. Ты самое дорогое, что есть в моей жизни, доченька. Ты свет моих очей. И ты для меня, милая. И ты для меня, мамочка. Я совершила такую глупость, но я ничего не знала. Поверила словам этого проклятого Максута. Этот человек виноват во всех наших бедах. Но ты не грусти, я тебя одну не оставлю. Моя дорогая, а где же Назлы? Назлы, мама. Она сейчас в школе. Уже ходит в школу. Ходит. Ты бы видела, сколько она занимается. Ах, как будто я не знаю свою дочь. Ну что, время вышло. Пойдемте, Султан ханым. Может быть, тебе что-нибудь нужно? Нет, доченька, вы, главное, берегите себя. Не беспокойся о нас. Наша единственная забота – это ты. Приходи еще, Элиф, хорошо, и приводи Назлы с собой. Хорошо, я приведу ее. Я очень вас люблю. И мы тебя. У тебя хорошее настроение. А что грустить, Шукран? Я получил повышение. Дома все хорошо. Чего желать? Наконец-то настало наше время процветания. Мы теперь будем купаться в изобилии, Шукран. Или уедем Якуб, улетим. Лондон посетим вместе, а оттуда в Америку. Если хочешь, то мы туда хоть пешком отправимся. И Керем будет рад. Он не будет там скучать. Конечно, мы с Керемом сработались. Теперь не разлей вода. Я думала, они с Кахраманом близки. Да что для него значит этот Кахраман? Он вообще не понимает его. Все время лишь разговоры об учебе и работе. А у этого парня есть душа. Он же влюбился, между прочим. Керем? Именно. В кого это? В Элиф. Здравствуй, Элиф. Здравствуйте. Ты, видимо, чем-то расстроена? Нет, все хорошо. Это был глупый вопрос. Зная положение твоих матери и сестры, не расстраивайся. Все скоро наладится. Спасибо. Я пойду в свою комнату. Знаешь, Элиф, если тебе захочется поговорить по душам, ты можешь обратиться ко мне, хорошо? Спасибо. Спасибо. Разве может Керем быть с Элиф? А почему нет?
Керем такой завидный парень, а Элиф деревенская. А ты как будто бы из Парижа. Как быстро ты забыла прошлое. Допустим, но я же сама себе сделала Якуб. Между нами большая разница. Так и она себя сделает, как будто это сложно. Не все могут так быстро адаптироваться к городской жизни. Мне удалось и сохранить свою индивидуальность, и стать горожанкой. Я сочетаю в себе и Восток, и Запад. Это идеальная Ты комбинация. настоящая стамбульская женщина, Шукран. Мы сегодня идем ужинать. А пойдем в тот ресторан с прекрасным видом? Нет, любимая, не сегодня. Мы все выберемся в город проводить Керема. Там будет и Элиф. Элиф? Ты пытаешься их свести? Я правильно понимаю? Молодым просто нужно помочь, Шукран. Ты еще увидишь, из них получится идеальная пара. Ладно, посмотрим. Да, ты попробуй уговорить Элиф. Подбери ей красивый наряд, чтобы она была одета как принцесса. Чтобы Керем был просто потрясен. Да какая там из Элиф принцесса? Шукран! Встань, нога болит! Ты что, поправилась? Мама, мы можем поговорить о том, что произошло сегодня? Конечно. Я очень измотана, мама. Я все воспринимаю очень остро. Наверное, я слишком далеко зашла. Простите меня, пожалуйста. Ты не переживай. Я понимаю тебя. Такое иногда случается. У нас все хорошо? Да. Мы ссоримся. Мы расстраиваем друг друга. Но ведь мы семья, в конце концов. А в семьях случается всякое. Никто не знает, что нас ждет завтра. Режиссер Садуллах Шентюрк. Продюсер Онур Гювен.